Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. 4 суток без еды и воды провела в лесу пожилая женщина. Бабушка, пропавшая в Хангаласском улусе, нашлась. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в селах Ситте и Кылайи. Дополнительные силы Министерства обороны прибыли в Якутию. Непростая сетка досталась якутскому борцу Аялу Лазареву на Олимпийских играх. Спортсмен узнал своего первого соперника. Для борьбы с лесными пожарами в Якутск из Хабаровска прилетела сводная инженерная рота Министерства обороны России. Час назад приземлились 2 самолета Ан-12, прибыли более 100 военнослужащих. Напомню, дополнительные силы доставили в наш регион по решению министра обороны страны, генерала армии Сергея Шойгу. Также в течение недели прибудут 16 единиц специальной инженерной техники по железной дороге, в том числе путепрокладчики БАТ-2, бульдозеры, экскаваторы и автомобильные тягачи. Согласно приказа командующего войсками Восточного военного округа, прибыли в город Якутск для выполнения задачи и помощи населению по предотвращению и локализации тушения пожаров. Личный состав обучен, личный состав готов, и даже нет сомнений, что личный состав выполнит эту задачу. Они будут работать на пожарах в Горном и Верхнеуральских районах. Сегодня, согласно плану работы, батальон выдвинется в Горный район и там будет базироваться до прибытия техники, которая прибудет железной дорогой. Ожидаем прибытия 16 единиц техники. Это на базе МТЛБ и БАДы, которые будут, конечно, работать и очень нужны сегодня в наше тяжелое время. 9 лесных пожаров бушуют в Кобяйском улусе. Об этом сообщил глава района Иван Левин. В тушении заняты более 250 человек и 30 единиц техники. За районом закреплен вертолет Ми-8 с водосливным устройством. За последние 2 суток из-за сильных порывов ветра огонь выходил за пределы контролируемых территорий. По поручению главы Якутии получена дополнительная противопожарная техника. У населенного пункта Ситте в ближайшие дни прогнозируют порывистый ветер. Сложная ситуация сохраняется в селе Ситте, где работаем с 5 пожарами. 5 пожаров начали объединяться по территории. По поручению главы республики получили дополнительную тракторную, вездеходную технику, мобильную емкость и пожарную машину. Люди и техника в селе Ситте работают круглосуточно. Подготовили ПВР, при ухудшении ситуации готовы выполнить эвакуацию населения. Вчера на пожаре поселка Сангар выполнили встречный отжиг в районе озера Сухое. Тем самым распространение огня в сторону населенного пункта на сегодня остановлено. Открыли движение транспорта между Горным и Кобяйским районами. Лесной пожар в Горном улусе отступил. Сегодня открыт участок дороги село Беськуэль, речка Тюгеяне, автодороги Кобяй. Согласно приказу управления дорог Якутии обеспечен безопасный и беспрепятственный проезд с устранением последствий лесного пожара. Тем временем площадь пожара в Тюляхском наследии Устьялданского района составляет 2500 гектаров. На месте стихийного бедствия работают более 160 человек и 20 технических средств. В населенных пунктах Берие, Титары, Танда развернуты пункты временного размещения. Из Кылайи отселено 138 человек, из них 84 дети. Продолжают наращивать силы и средства. На месте пожара сегодня прибыли из села Тумул, водовозная, а из Чурапчинского улуса пожарная машина. Планируется работа вертолета МЧС России с водосливным устройством. Напомню, огонь угрожал селу Кылайи с северной стороны в 2 местах, но с помощью пожарных машин удалось сдержать пламя и не пустить его к населенному пункту. Борьбу с огнем ведут и в Мирнинском районе. Напомню, там создают единый оперативный штаб по тушению лесных пожаров. Необходима координация всех сил и средств. Остается в Мирном и сильная задымленность. Айсен Николаев во время поездки в Мирнинский район поручил усилить работу с населением. Возможно, сократить рабочий день из-за сильного смога. Активно продолжает тушить лесные пожары на территории района.
Сегодня оперативный штаб рассматривает все замечания главы республики. Специалисты в области борьбы с лесными пожарами прорабатывают эти вопросы. То, что касается защиты населенных пунктов, это непосредственно комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации Мирнинского района. Комиссия работает в круглосуточном режиме. Сегодня проблема угрозы селу Сельдюкар Мирнинского района практически снята. Дорабатываются защитные мероприятия. По угрозе, возможной угрозе поселку Чернышевский, она отсутствует, потому что огонь находится за рекой. По угрозе каскаду Вилюйских ГЭС прорабатываются защитные мероприятия, готовятся необходимые силы и средства. Явной угрозы не просчитывается. Тушение лесных пожаров Айсан Николаев обсудит с министром природы России Александром Козловым. Сегодня глава Якутии находится в однодневной рабочей командировке в Москве. Об этом сообщает его пресс-секретарь Афанасий Ноев. Кроме этого, состоится встреча Айсана Николаева с генеральным директором Дома РФ Виталием Мутко и подписание соглашения о сотрудничестве между акционерным обществом и Республикой Саха-Якутия. О развитии транспортной инфраструктуры республики представители руководства Минтранса рассказали на пресс-конференции. Речь шла о ремонтных и строительных работах, а также дальнейших планах по развитию транспортной отрасли. Министерство планирует со следующего года внедрить новый механизм субсидирования авиаперевозок в арктической зоне без ограничения по возрасту. Предложенный механизм позволит увеличить охват такими перелетами до 45 тысяч человек. Известно, что предложение уже внесено на рассмотрение правительства. Помимо этого, активно обсуждали строительство моста через реку Лену. Сегодня мы имеем, значит, проектно-сметную документацию на первый этап, на подготовку территории. Работы практически начались, уже заводятся инертные материалы, готовятся строительные площадки, переносятся инженерные сети. В проекте участвуют внебюджетные средства, как вы знаете. Сбербанк России готов и уже открыл кредитную линию. Соответственно, на сегодняшний день проект Ленского моста планируется завершить до 2024 года. Кроме того, строительство моста через Лену позволит создать в республике около 1200 рабочих мест. И большая половина из них для местного населения. Об этом также сообщил министр транспорта Владимир Сивцев. Проведены встречи с местными строительными организациями и транспортными предприятиями. В данный момент идут переговоры. Продолжается работа совместно с региональным госкомитетом по занятости населения. По информации министра, на место строительства объекта завезено порядка 30 тысяч кубометров песка, установлены плиты. Готовится строительная площадка, переносятся высоковольтные линии. Кормозаготовительная компания в Якутии находится на особом контроле оперативного штаба. На сегодняшний день в республике заготовлено свыше 114 тысяч тонн сена. Специалисты связывают эти показатели с засухой и низким травостоем. Премьер региона Андрей Тарасенко провел совещание с главами наиболее уязвимых районов. В режиме видеоконференции руководители муниципалитетов доложили о том, сколько человек и техники занято на сенокосе, сколько организовано мобильных бригад, а также предоставили данные о закупе недостающих объемов кормов. Помимо этого, главы районов внесли свои предложения по заготовке сена. Показали еще также о том, что наши планы на следующий год и те действия, о которых мы сегодня договорились с Амурской областью в части оказания содействия, помощи по восстановлению того сенного запаса, который у нас сегодня уничтожен в виде засухи или там пожаров, которые были. Вот этот весь комплекс вопросов мы сегодня довели до глав. Нам важно, что сегодня, чтобы они провели инвентаризацию сегодня всех своих хозяйств, индивидуальных, частных там хозяйств, потому чтобы до каждого было доведено, что мы готовы к компенсации. Из-за жаркой сухой погоды, лесных пожаров и наплыва саранчи в Нюрбинском районе тоже низкий травостой. Организованы 25 мобильных бригад по заготовке грубых кормов на отдаленных сенокосных угодьях. Несмотря на проблемы, в районе прогнозируют подготовить 20 тысяч тонн сена и 3900 тонн силами мобильных бригад. При этом годовой план составляет 33 390 тонн сена. На сегодняшний день на сенокосе трудятся почти 1500 жителей Нюрбинского района. Привлечены
привлечено 780 единиц техники. На сегодня заготовлено более 9000 тонн сена. Сложная ситуация сохраняется в наслегах Сюля, Дикимда, Нюрбачан, Бордон, Марха и Чукар. Организовали 25 мобильных бригад, которые косят сено в отдаленных участках. И в данное время у нас вот эти мобильные бригады работают в Нюрбачанском, Тюмюкском, Бордонском, Чапандинском наслегах. И одно хозяйство, уже мобильная бригада, уже заготовила 100 с лишним тонн сена. Пожилая женщина, пропавшая в Хангаласском Улусе, нашлась. Сейчас бабушка находится у себя дома. Состояние ее оценивается как удовлетворительное. Напомню, вечером 30 июля в ЕДДС района поступил звонок о том, что на заречной стороне Улуса пропала жительница города Покровска 1950 года рождения. Бабушка в составе группы прибыла в Качекатский наслег на сбор голубики. Вечером она не пришла на условное место сбора, после чего ее спутники забили тревогу. Пропавшую искали 4 дня и 5 ночей. Накануне вечером в 18:30 группа поисковиков из 3 человек обнаружила бабушку примерно в 4 километрах от места, куда она должна была подойти в день пропажи. В общем, участвовало 59 человек. В моей группе было 3 человека. Я, Павлов Павел и Тимофеев Андрей. Мы обнаружили женщину на горе. Она сидела. Мы наткнулись на нее совершенно случайно, так как она находилась довольно-таки далеко, в 3,5 километров от легиона. Женщина была в довольно хорошем состоянии, она была очень рада. Думаю, что это большой, хороший опыт, но надеюсь, что данный опыт мне в жизни больше не понадобится. В завершении о спорте якутский борец Аял Лазарев узнал своего соперника по олимпийскому ковру. В Японии завершилась жеребьевка для борцов весовой категории до 125 килограммов. В первой схватке Аял Лазарев, представляющий на Олимпиаде сборную Киргизии, выйдет против представителя США Гейбла Стивенсона. Отмечу, что сетка для Лазарева вышла сложной. Первым его оппонентом станет молодой перспективный борец, чемпион мира среди юниоров, победитель Панамерики Гейбл Стивенсон. В случае победы над представителем США якутянин может сразиться с победителем предыдущих Олимпийских игр в Рио, двукратным чемпионом мира, 8-кратным чемпионом Европы Таха Гюлем. Выход на ковер якутянина ожидается завтра в 11 часов. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.